Слава Иисусу Христу! Сегодня Евангелие говорит так. В то время Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им. И они приняли и разумели истину, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду». Это Евангелие от 70 главы Евангелия от Иоанна. Очень знаменитое Евангелие, так называемая известническая молитва Иисуса Христа. Как раз читаем это Евангелие после торжества вознесения Господне на небесах, где Он сидит одесную Отца и ходатайствует за нас. И мы видим, как Иисус молился за нас. Я о них молю. Он даже до вознесения исполнил свое поручение. Он ходатайствует за нас. И читали не полностью эту главу, но каждый отрывок очень глубокий. Практически каждое предложение очень глубокое, и можно размышлять над каждым предложением, созерцать каждую фразу во время нашей молитвы. И стараюсь как что-то подчеркивать, и чтобы, по крайней мере, дать чуть-чуть пищи, дать пищу для нашей души, питание для нашего духовного, для нашей духовной жизни. И я хотел обратить внимание, что Иисус, то, что Иисус говорит: «Все мое Твое, и Твое мое». Эта фраза повторяется в Евангелии, если плохо помню, где-то так. Притча о блудном сыне, тоже отец говорит со старшим сыном, говорит: «Все мое Твое». И мы видим, что как Иисус ходатайствует за нас, как Он молится за нас. Иисус считает нас своими. Для нас мы Его собственность. Но не как владелец, хозяин обращаться к рабам своим, но мы Его собственность. Собственный народ, собственная семья, собственные братья и сестры. Конечно, Бог, наш Отец Небесный, тоже считает нас своими, своей собственностью. Таким образом, как Иисус нас, мы Его собственные дети. И нет как владелец, хозяин
образец как рабом, но как отец к своим детям. Не чтобы использовать их, но как дети, чтобы дать нам всего наилучшего. Как сам Иисус говорил в начале Евангелия, так как ты дал ему власть над всякою плотью, да всему, что ты дал ему, да сон жизнь вечную. То есть Он хочет благословить нас, чтобы мы получили самое лучшее, самого Бога, жизнь вечную. И поэтому интересно, что это тоже самая фраза, да? Все мое, твое, и твое, мое. По поводу притчи блудного сына, есть некоторые, которые говорят, что мы могли говорить о притче доброго отца, потому что герой этой притчи – это, конечно, отец, как образ нашего небесного отца. Есть два сына, младший сын, который не ведет себя хорошо вне и внутри, он согрешил и ушел от дома, потерял наследство, но, по крайней мере, раскаялся и вернулся домой. Есть старший сын, он вне хорошо вел себя, отдалялся от отца, не ушел от дома, был всегда рядом с отцом и исполнял все, что он хотел. Вне вел себя хорошо, внутри не полностью сопровождал отца, даже он мог расти, улучшить себя, вести себя лучше, как отец ему объяснил. Но он всегда был дома, и это тоже хорошо. Он не потерял наследство, как сам отец говорит, все мое, твое. Но, может быть, не хватает третьего сына. Думаю, что могло быть Иисус Христос, первенец, первый из всех братьев. Он наш старший брат, можно так говорить, и он полностью весь в отца. Он полностью сопровождал отца, он полностью идентифицировал себя с отцом и исполнил то, что поручил отец, всегда исполнил волю Божьего Отца. И нам нужно тоже идентифицировать себя с Иисусом, для нас образец, чтобы быть хорошими детьми Божьими, чтобы угодить Богу Отцу. И надо радоваться, потому что то, что эта молитва говорит о нас, говорит нам, и увидеть, замечать, какой у нас Бог, как Он любит нас, и как Бог Отец и Сын Иисус Христос считает нас своими, своей совестностью, и хочет дать нам всего наилучшего. И поэтому надо подражать Иисусу Христу и обращаться к Нему о помощи, потому что Он там одесную Отца, чтобы ходатайствовать за нас. Это то, что сделала тоже Дева Мария. Всегда говорила «да», поэтому сейчас самая святая. И она сама небесная, тоже мы его сосветность, сосветные дети. И она заботится о нас, как добрая, нежная мать, как Бог Отец и Сын Иисус Христос. Это то, что хотел поделиться сегодня с вами, чтобы у нас было над чем размышлять
созерцать эту тайну любви Бога Отца и Сына Девы Марии к нам. Как глубоки эти размышления. То, что Иисус передал нам, когда мы созерцаем, смотрим на Его жертвенную молитву. Слава Иисусу Христу!